Друзья, всем большой привет! 16 сентября на календаре, и лето на севере продолжается. Вот такая вот прекрасная погода. Теплынь стоит. Вот, как мы видим, я в рубашечке. Ну, на лодке только курточку одеваю. Здесь кепка, все. Тепло, 20 градусов тепла. Очень много мошкары. Лето, натуральное лето. Как говорится, это бабье лето. Вон уже золотая осень начинается. Листья желтеют. Но это лето. Такого я уже давно не припомню. Считай, июль, середины где-то, наверное, числа 10. О, рябчик. Слышите, да? Здесь рябчик свистит. Сейчас мы его попробуем добыть. С середины июля стоит жара. Ну, там немножко дожди были, но все равно теплое лето было. Весь август, считай, теплый был. И половина сентября уже вот стоит летняя, натуральная погода. И самое главное, пошли грибы. Так что вчера немножко на жареху собрал. Вы это уже видели. Получилась отменная жарешка. Валентина приготовила вкусненько ужином. За ужином поужинали. Вот. И сегодня я тоже отработал уже. У меня есть около 3 часов времени. И мы, конечно же, попробуем собрать немножко грибов, если получится. Сейчас зайдем на бор. Немножко ягод. Но прежде чем мы зайдем в лес, я хочу поблагодарить Валентина Владимировича и Михаила Михайловича за поддержку, материальную поддержку, за переводы. Огромное вам спасибо. Также хочу всех поблагодарить, которые по моей просьбе перешли на Яндекс.Дзен и смотрят мои ролики. Я вижу, немножко просмотров прибавилось. Если прибавилось время просмотра, значит немножечко поднялась и моя зарплата на Яндекс.Дзене. Если где-то 15-20 рублей в день было, то сейчас около 30 рублей в день у меня уже капает. Так что, друзья, знаете, если кто-то перейдет на Яндекс.Дзен, подпишется и будет смотреть мои ролики, каждый день в 17 часов там выходит новый ролик. Я загрузил аж на весь октябрь, на весь ноябрь. Там до конца ноября уже точно все загружено. Милости просим вас на наш канал на Яндекс.Дзене. Смотрим, и за это будет капать мне небольшая, но все-таки копеечка. Ну, вроде все сказал, что хотел. Ну, а теперь берем ведра и идем на бор. А первым делом попробуем добыть вот этого рябчика, который здесь свистит. Погнали. Взяли с собой ведро для ягод, ведро для грибов, ножик взяли, патроны не взяли. Сейчас патроны в ружье 5 штук. Пожалуй, сейчас возьму пару пуль, наверное, на всякий случай. Все-таки в лес иду. И пару патронов запасных. Так. Наш рябчик взлетел. Он был прямо здесь, в этих кустах. Собирал, походу, клевал черемуху. Сейчас попробуем подкрасться. Я почему-то думал, он в лесу. Он, оказывается, был здесь. Прямо на берегу. О. Еще один. Еще один залетел. Или тот же. Что они на берегу в кустах-то делают? Где-то здесь он. Очень много листвы. Тяжело его обнаружить. О! Вот он. Сел на землю. Вот еще один. Их двое.
пропали. Они бегают по земле очень быстро. Сел в одном месте, пробежал, взлетел в другом. Не получилось. Не получилось добыть рябчика. Они оказались на этот раз хитрее. Раза два заметил. 3-4 перелета сделали и спрятались. 2 рябца было. Ладно, еще не вечер. Так, ну вот и первый гриб. Белый гриб. Не дошел еще до бора. Только-только подхожу. Вот он. Красавчик. Сейчас мы его проверим. Так, с виду вроде крепкий. А так уже все. Черви уже покоцали. Все. Увы, ах. Первый блин комом. Но уже есть. Это хорошо. Хотя вот разговаривал с людьми, говорят, очень много грибов белых вышло. Вон, видим. Еще, ух ты! Действительно, грибов достаточно. Вон. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5. Вон. Вот их сколько. 6, 7, 8. Вот поляна целая грибов. Вот. 10, 20. Но их надо было чуть-чуть пораньше. Чутка пораньше бы сюда прийти. Вот их сколько. Ну ладно, друзья. Вот таких вот молодые мелкие грибы. Вот их сколько. Вот. Вон. 1, 2, 3. Грибов валом. Вот повылазили. Вот. Вот даже такой вот малышочек. Вот такой вот малышочек даже. Вот такой вот. Так что, мне кажется, друзья, мы сегодня грибов насоберем. Вот их. Вот их. Огромное множество. Аж глаза разбегаются. Вот янцикадан. Ну, вот. Вот таких вот грибов много, так что не будем церемониться с этими старожилами. Вон, будем брать только вот такие небольшие, крепкие, молодые грибочки. Вот такие вот. Вот такие. А такие, ну-ка, сейчас глянем. Да, если их на сушку или на сдачу, если принимали, вон, тоже отличного качества гриб. Значит, не зря народная молва говорит, что грибы пошли. А ведь ни дождей, ничего нету. Давным-давно не было. Подошло время. Очень много росы по ночам. Очень много. Возможно, по этой причине они и повылазили. Так, крупные не берем. Будем брать только мелкие грибы. И то сейчас мы вот их соберем. Здесь все равно никого нету. И, пожалуй, оставим их вот так вот. Вот таких. Потому что выходить мы будем здесь. И на выходе их заберем. Вот такие вот красотулечки. Такие даже брать не будем, наверное, да. Будем брать только мелкие, твердые, которые вот такие даже брать не будем, рассматривать. Пусть растут. А вот такие вот
крепышочки, грибочки. Будем брать. А этот уже вот даже мелкий, но уже он весь червивый. Смысл резать вот эти старые большие грибы не вижу смысла. Вот такие вот. Прогуляемся. Если они вышли здесь, значит они, наверное, вышли везде. Будем собирать только маленькие крепкие грибочки. Надо было сюда прийти вот дня 3 назад. Вон. Можно было бы накосить, как раз они росли. Ну ладно. Я так думаю, маленьких мы тоже найдем. Все, погнали. Нет, ну смотрите, ну красота, красота. Вон, вот этот грибочек небольшой. Вот его, наверное, мы возьмем. Не возьмем. Вот маленький грибочек, а весь червивый. Эти даже мы трогать не будем, резать. Все, погнали. Вот еще один маленький. Вот еще один малышочек. Ну тоже походу уже мягкий. А нет? Да, все. На улице теплынь. Вон. Сушить-то, конечно, можно. Черри повлазит. И посмотрите, какое огромное количество мошкары. Это что-то с чем-то. Вон, друзья, смотрите, как быстро. Я еще никуда не зашел. Вон. И только крепышей, которые вот без червей, уже накосил вот штук десяток. Но надо будет вернуться сейчас в лодку. Забыл побрызгаться антикомарином. Я думал, с собой взял. Нет, оставил в лодке. Мошкара одолела, вообще не продохнуть. Все, побежали обратно в лодку. Отнесем это в лодку, успеем туда и вернемся обратно. Потому что сверху вроде и ветерок немножко дует, набегает туча. Может быть и дождик даже будет. Пока он не нужен. Но невозможно. Невозможно. Невозможно собирать очень много мошкары. Это точно. О, вертолет летит. О, маслята повылазили. Мухоморчики возле Бакина. Вот раз, два, три, 4 мухомора. 5. Мухоморы, говорят, тоже собирают. Кто-то их ест, кто-то отвары делает, настои. Говорят, лекарство от всех болезней. Ну, как-то мы пока обойдемся без мухоморов. Блин, дурная голова ногам покоя не дает. Ладно. Вон, подберезовик. Пошли, пошли грибы. Удивительно. Нет дождей, а грибы пошли. Чудеса, да и только. Это не вертолет, это самолет. У лесохран, наверное. Два раза проходил по этому месту. Не заметил. Вот они. Вот они, красавцы. Вот такие вот малышочки. Я бы и сейчас не заметил. Иду к ведру. Ведро вот оно там. Я уже прошел было.
Повернулся, увидел ведро, развернулся, и вот раз. Вот такой вот красавец. Ни единого червячка. И вот два. Вон, как замаскировались. Ага, а здесь уже успели побывать. Вот рядом стоят. Один заметили. Вот. И моментально уже продырявили. Один нет. Даже от мух этих сраных хорошо спрятался. И... Так что все грибы собрать никак не получится. Невозможно. О, красноголовичек. Подосиновик. О, чистенький. Тоже пойдет. Он такой красавчик. Тоже не заметил первый раз, два раза. Тем временем у нас пошел дождь. Пока не сильный. Но кругом тучи. Взял плащ. Если что, не сахарный, не растаем. Два раза здесь крутанулся возле этих грибов. И не заметил. Не знаю, получится, нет у нас сегодня собрать бруснику. Но белый гриб мы сегодня, походу, соберем. Жареха уже точно есть. Возможно, немножко еще и на сушку получится. Вышел на дорогу, друзья. Вон, свежий след. Свежий лосиный след. Ну как свежий? Дождей давно не было. Вон копыта. На песке отчетливо видно. Вот раз, два. Пошел туда вот. В сторону реки. Лосик. Сейчас у них время гона получается. Вот и шарохается. Вон грибочек. Вижу грибочек. Вижу второй. Тот уже большой. Вон вижу третий. Поехали. Опа, опа, опа-на, опа-на. Вот такой. Средней паршивости. И чистый. Уберем песочек. Потом мы это дело все промоем. Чистый, крепкий, хороший гриб. Вот такая вот красота. Вот второй мелкий. Того даже проверять не будем. Тот крупный уже слишком. А вот этого мы проверим. Тоже чистенький, хорошенький. Лишний песочек уберем. Вот такие вот красавцы. Ну, наконец-то я дождался. Ух ты. Наконец-то я дождался. В середине сентября выход грибов. Вот их сколько повылазило. Вон, пожалуйста. Раз. Два. Огромная куча вот старых. Вот таких вот молодых, крепких, красивых. Везде и всюду. Так что грибочки мы сегодня соберем. Это точно. А прийти сюда на пару дней раньше, вот когда вот эти начали выходить, вот такие, можно было накосить. Но мне кажется, и сегодня соберем по-любому. Потому что это, если пошел выход грибов, они еще будут расти и расти. Так что без грибов в этом сезоне мы не останемся. Пошли косить. Все-таки пришлось нам надеть парку. Пошел дождь. Но нам он уже не страшен. Теперь хоть ливень пойдет. Ровно по барабану. Заодно и грибочки помоет. Единственное то, что ружьем намокнет. Но ничего, высохнет. Пошли дальше косить.
Пошли дальше косить белый гриб. Наконец-то мы дождались этого момента. Долго мы ждали, все лето. Периодически заходили то в одно место, то в другое. То там грибочек найдем. Первые грибы в этом году появились в июне, особенно на юге республики. Их уже ведрами косили, когда мы за лодкой ездили. А потом жаркое сухое лето, и рост приостановился. Потом где-то недельки 3 назад вот здесь мы тоже заметили пару грибочков. Вот это что за гриб? Вот раньше мы как-то собирали их по коме. Это вишгоб, желтый гриб. В принципе, он съедобный. Ну, так скажу вам, по вкусовым качествам не очень. И мы его не собираем. Так. Вот. Заметил один гриб. Вот этот. Издалека. На бугре. Посмотрите, что творится рядом. Опа, чуть не наступил. Вон, 1, 2, 3, 4. И вот такой вот. Вот такой вот малышочек, пупсик. Вот такой вот пупсик. Так. Ну, этот пойдет. Этот тоже пойдет. Красота. Этот, наверное, не пойдет. Что у нас с этим? О, двойной вот такой красавчик. Так. Ладно. Червячки здесь побывали. Блин. Шляпка одна. Шапка. Тут разъединяется, тут срослось все. Вот такой вот интересный грибочек. Ладно, заберу, покажу Валентине. Может быть, на сушку. Если на сушку их порезать, то червячки вылезут и будет все нормально. Возьмем, заберем. Ну и вот тот гриб, благодаря которому мы нашли эту семейку. Тут крепкий, как камень, но, к сожалению, уже весь вон изъеден червями. На улице теплынь, мух до хрена. Вон еще один гриб вижу. Вот такой вот крепышочек. Этот забираем. Красота. Красота. Вон еще один малышочек. Вот такой вот крепышочек. О! Еще. Вот такой вот красавчик маленький. В песке, правда, но ничего, помоется. Вот такой вот. Ну, я так думаю, сейчас тепло не всегда будет. Рано или поздно температура спадет, будет попрохладнее. А грибочки, если пошли, они, я так думаю, еще повылазят. Вон, желтых сколько. Вот если собирать вот эти вишгоб, желтые грибы. Вон, 1, 2, 3. Маховик бывает, или как там, я не знаю, их называют. Вот эти маховички, желтые грибы. Мы их оставим. Зачем нам желтые, когда есть белые? Так, вон сколько этих желтых. Везде.
валом. Вот еще один белый. От этих мы заберем. Ух ты, не заберем. Блин. Такой маленький, а уже червивый. Вот. Если бы не было червей, то ведро было бы полней. Ну все. Семейку вырезали. Поехали дальше. Брусники здесь мало. Здесь я брусник уже собирал первый раз. Так что пойдем искать более ягодные места. А как ни странно, вдоль дороги там белые грибы были валом. А пошел набор, чистый беломошник, и грибов нет. Зато нашел вот такую небольшую поляночку бруснички. И не будем проходить мимо. Вот такая вот она, крупненькая. Вот такая поляночка. Что найдем, то и будем собирать. Найдем гриб, возьмем гриб. Нашли брусничку, соберем брусничку. Не так, чтобы валом, но хорошая крупная брусника. Но ее не очень-то и много получается. Вон, островками. Надо найти. Вот здесь уже более-менее. Ну ничего, если нашли, начало есть, продолжение будет. Хорошо бродить по знакомым местам. А этот бор еще так поверхностно изучил. Толком еще не знаю. Растут где растут грибы, где ягоды. Сейчас с каждым разом проходим новые территории и все больше и больше узнаем. Так что пособираем. Времени у нас не так много. Пару часов здесь. Еще надо успеть проверить ловушки для живцов, закинуть свежего комбикорма. Так что не так-то много времени у нас и осталось. Что успеем, и то хорошо. Так, друзья, обошел весь бор. Брусники здесь мало. Белых грибов на бору тоже нет. А подошел к краю бора, вот тут на тропе получается. Такое ощущение, что белый гриб растет только на тропе и на дорогах. Вон, опять семейка. Взял 2 грибочка маленьких. И вот, как мы видим, вон, пошли грибочки. Вот они. Так, видно, да, надеюсь? Вот такие вот красавцы. Но, к сожалению, шляпка ничего, нормалек. Так, вот они. Вот они. Этот вообще нет, шапка тоже. Что, мухи с земли, что ли, лезут? Вот еще один. Этот шикарный. Так. Вот еще. Ну, наконец-то. Это тоже нормальный. Вот еще. Раз, два, три, 4. Пойдет. Вот такие вот малышочки. Но уже червивые. Вот эта шляпочка пойдет. Кыш-кыш-кыш.
Мухи сраные. Вот так вот. Пошел самый рост, так что сейчас мы по возможности будем забегать, когда будет время, чтобы покосить вот таких вот боровичков. Пока нет заморозков. Почему не рыбачу? Да, сейчас клюет хариус, возможно клюет окунь, щука. Я всем так и говорю. Пошли грибы, пошли ягоды. Сейчас время грибов и ягод. А порыбачить мы всегда успеем. Без рыбы мы не сидим. Рыбу мы каждый день едим. И на ужин, и на обед. Так, это что у нас? Тоже. А вот грибочки, если мы не соберем, их скоро может быть не быть. Ягоды, если не соберем, они замерзнут, их тоже не будет. А зима длинная, так что вот еще. Вот еще целая семейка, как мы видим. Раз, два, три, 4. А таких грибочков зимой мы точно нигде не найдем. Шапочка пойдет. Сейчас немножко будет попрохладнее. Мух будет меньше. Я так думаю, нам получится немножко заготовить. Вот такая парочка. Парочка. Ножки, как правило, вон. Не все, но в основном. Вон только-только вышли. А уже съедены червями. Тут, наверное, то же самое. Тут да, тут все. Даже по звуку можно определить. Вот такая вот еще семеечка. А на бору не было. А на дороге, на тропинках растут. Вот такая вот интересная штука. Вот такая вот интересная штучка. Тем временем у нас вот грибной улов растет. Что-то пожарим, а что-то можно засушить. Потом зимой сделаем грибной супчик, и будет шикарно. Вот он, красавец. Прямо на тропе. Так, ну что у нас? Опа, нет. О, берем. Тут вот, если даже есть несколько ходов червячков, а сам гриб, как мы видим, целый. Так вот это ломтиками нарежем, кинем в сушилку, все высохнут, а те 2-3 маленьких червячка, они вылезут. Так что берем твердые грибы, мягкие, конечно, нет, а которые твердые, забираем все. Есть, конечно, грибы, которые вот так вот, видите, уже просто превратились уже в труху. Вот как и этот. Такой брать смысла нету. И то вот эту часть, в принципе, можно взять. Вон. Вот так вот. Это ломтиками нарежу в сушилочку. Черви вылезут. Будет сухой нормальный гриб. Опа, вот еще один. Вот еще малышочек, вон какой. Вот такой вот малышок. С виду вроде крепенький. Ну да, берем. И вот еще боровичок. Так, всю грязь вырезаем сразу, чтобы не возить. Вот гриб твердый. А то, что это несколько дырочек есть, это ничего страшного. Это все в сушилке, червячки вылезут. Так, ну что, есть еще что-нибудь? Нет? Вот так вот подошел к одному грибу здесь.
один заметил, и тут рядом сразу бац-бац-бац, и целая семейка. Немного брусники есть, но на брусник уже нет времени. Выдвигаемся уже в сторону выхода, потому что надо еще заскочить на остров, проверить ловушки на живцов. На это тоже уйдет время, потому что вода высохла, воды нету, и далеко приходится идти пешком. Так, еще боровичок. Но это даже смотреть не будем, все, мягонький. Как-то вот так вот потихоньку собираем белый гриб. Вот, друзья, и красавец. Красноголовик, подосиновик. Не знаю почему. Я вот им даже больше рад, чем белым грибам. Почему-то, мне кажется, они вкуснее. Ну, и целый. Вот такой. Вот таких бы я 1 к 1 поменял бы даже на белых боровичков. Те хороши в супе, потому что не чернеют, а в жарке вот эти намного лучше. Так что с удовольствием кидаем ведро и смотрим дальше. Мне кажется, если пойдут дожди, и красноголовики, и все, и белые должны еще пойти, должны. Не может быть такого. Все лето не было грибов. Так что все еще впереди. Лишь бы заморозков не было. Так, ну вот. Мы на берегу. Что у нас по времени? 14:49. Ну, грубо говоря, 2 часа. За 2 часа брусники мы не собрали. Буквально вот пол комбайна. Зато вон сколько собрали. Пол 20-литрового ведра, грубо говоря, ведро 10-литровое. Вот таких вот боровичков. Я считаю, это тоже нормально. Тем более увидели своими глазами, что грибы действительно пошли. Но очень много уже пропало. Очень много червивых. Но я так думаю, раз пошли, они еще вырастут. И мы еще их пособираем. Все, теперь на полных парах спешим на остров. Там надо, час уйдет, еще не меньше, полчаса где-то на дорогу. Проверим живцов, закинем в ловушку. Вот. Друзья, совершенно забыл вам сказать, добыт еще один вот такой вот черок. Когда сюда ехал, вот такой вот черочек. Заехал в эту курью посмотреть окуней. И смотрю, прямо налетают. Где-то штук 7, наверное, налетело. Видят, что я на лодке. Плюхнули, сели. С 5 выстрелов остался 1 черок только. Остальные улетели. Куда стреляю, я не знаю. Они до того маленькие, что в них еще надо постараться попасть. Но мал золотник да дорог. Черочек 1 уже есть. Может быть, еще что-нибудь найдем там на озере. Погнали. Можно, конечно, было проверить окуней, щуку здесь. Но некогда. Времени нет совершенно. И вон интересная картина. Вижу щуку. Прямо я отталкиваюсь. И она атаковала вторую маленькую щучку. И держит в руках. Ой, в зубах поперек. Блин, куда она убежала? Вот она. Видели, нет? Под лодкой была. Если была бы острога, можно было бы заколоть. Вот она. Во. Видите, да? Вот щука в руках держит, в зубах держит маленькую щучку. Вот она ушла. Видали? Я не знаю, через воду видно было, нет. Вот такая вот где-то щука
Где-то грамм на 800. Вот такого маленького щуренка. Получается, щука есть. Ну, и как мне теперь вот не закинуть? Как мне вот теперь не закинуть спиннинг? Ну, никак не могу я теперь удержаться. Навряд ли она уже выпустит щуку изо рта. Но, может быть, что-нибудь другое. Вот ну нафига вот я вот это увидел, а? Теперь как вот? Она-то точно не выпустит. О! Что-то там плесканулось. То ли это рыба, то ли это утка. А может и та щука, которая ест щуку себе подобных. Вижу, вот плавают маленькие плотвички. Ну все. Собрал я ягоды, блин. Ой, ну да. Ничего уже, наверное, у меня не получится. Тем более, если сейчас что-нибудь еще да и клюнет. О, еще там возле берега что-то вот плещется. Сейчас я туда закину. И вот она. Вот эта щука или язь, не знаю. Но я так думаю, если я сейчас туда закину, поклевка будет. Вот она там. Уже дальше. Сейчас вдоль берега проведем. О. Кто-то гнался, но оставил. Так. Ну, слава богу, никто нам не клюнул. Это даже хорошо, скажем так. С одной стороны, это даже замечательно. Меньше времени хоть потеряем. Сейчас еще на выходе там попробую. Щучки есть, это хорошо. Как-нибудь, может, приедем, порыбачим. Вода маленькая, все чистое, просматривается. Вот здесь еще попробуем. И здесь. Короче, еще 2 раза закину и все, едем. Душу успокоили, убедились, что не ловится. Конечно, если поменять бы вертушку или еще что-нибудь, может быть, окунь клюнул там или еще что-нибудь. Не надо. Не надо, не надо, не надо. Как-нибудь в другой раз. Оп, вот. Видали, да? Это был, походу, окушок. Это был, походу, окушок. Накинулся на мой воблер. Все, последний раз. И едем. Не будем терять времени. О, кто-то гонится. О, окунь, окунь, окунь. Вот. Видали, да?
Ну блин, как вот тут удержаться? Еще разик, ладно. Так что окунь ловится. Мне кажется, на малька. Сейчас можно накидать хоть целое ведро. Все, сказал последний раз, значит все, поехали. Делов куча всяких разных. Если вы заметили, мы опять на Меркурии. Шермакс ждет Морозова, отдыхает. Мы его поставим потом осенью на казаночку, если казанку отремонтируем. Погнали. Так, друзья, приближаемся к озеру. И на все про все у нас осталось полчаса. Надо успеть до половины шестого хотя бы. Сейчас уже время 4. На дорогу и все такое. В общем, все делаем быстро. Не забываем, что здесь может утки. И буквально 5 минут потеряем на это. Попробуем идти без этих ведер. Бутылок. А вдруг? Была бы утка, она, наверное, улетела уже, да? Глянем второе озеро. Есть утка, есть. Есть утка. Две утки есть. Сейчас попробуем подкрасться. Ветра нету. Без ветра хреново. Хотя бы доберемся. Раз, два, две утки. 3, 4. Ничего, будем пробовать. Потому что без ветра подкрасться это бесполезно. Метров 60, наверное. Не успел, разлетелись. Утки были. А долго собирался. Куркаля дают. Утки были, но улетели. Да и далековато было. Там вот ряски они были. Две поближе, кряквы. Они заметили, взлетели сначала первые, вторые. И здесь вот тоже. Так. В принципе, выстрелов не было.
Без ветра, говорю. Был бы ветер, было бы лучше. Ладно, схожу еще до конца озера. Блин, время теряю. Не видать. Улетели. А утки уже летят высоко. Летать так летать. Я им помашу рукой. Все. Ладно, поскакали. С одной стороны, это хорошо, что не добыли. Времени нет. А сколько времени пришлось бы еще доставать. Так что все, что им делается, все к лучшему. Так, ну вот и наши ловушки. Рыба плещется, я не знаю, это речной, озерный гальян. Но он здесь есть. Это уже хорошо. Так, был здесь без съемок один раз. Забыл камеру дома. В общем, поднял я все верши. Пришли мне раколовки с озона. И, в общем, закинул я 6 еще раколовок. Медные убрал, большие медные, которые с носками были. Вон, смотрите, да? Мальки плещутся. Вон, это озерный по-любому. В одном медной было 2 карася. В втором был 1 карась, и тот упал. В общем, здесь сейчас одни раколовки. Я так думаю, что-нибудь да мы поймаем. О, красота. Вот это красиво. Только не знаю, озерные это или речные. Да, к сожалению, мальки есть, но это все речные. Озерных уже нету. Тут 2 варианта. Или ушли вил, или закончились. Сколько мы здесь штук 100 поймали. Ну ладно. Речные так речные. В садке, в тюрьме, то есть до сезона продольников. Если что, крупный малек тоже пригодится. Так, сколько здесь считать не будем. Штук примерно штук 40, наверное. Вон один, где он? Один единственный озерный гальян, походу. Ну где-то он налимчик влетел. Налим нам не нужны. Вот один озерный, один единственный. Ну и на том спасибо. Остальное все так же. Засыпаем немножко комбикорма. Совсем чуть-чуть для запаха. И закидываем обратно. Вот, буквально вот такую горсточку. Время озерного гальяна, походу, закончилось. Прошлый год также. Сначала половилось, потом перестало. Посмотрим, у нас еще получается 6 раколовок. Рано еще делать выводы. Поехали дальше. Вторая раколовка, она стояла близко к берегу. Рядом с берегом влетел один карасик. Ну, карасик так карасик. Пойдешь для живца.
карасик и налимчик и один гальянчик речной. Ну, тихо-тихо. Вот такие вот небольшие карасики тоже пойдут на жерлицы. Так. Малька сюда, жука туда и налимчика на волю. Ну а дальше все как обычно, немножко комбикорма. Комбикорм, как мы заметили, съедается сразу. Вот так вот. Для запаха. И закинем чуть подальше. Как-то вот так. Следующий. Ух ты, бутылка. Ну что так тяжело идет? Тут, наверное, тоже, я сейчас думаю, улетели речные гальяны и налимчики. Налимчик. Еще два налимчика. Как видно, нет. Сейчас вытряхну сразу всех. Еще налим. Еще налим. Так. Ну, где-то 5 или 6 маленьких налимчиков. И все. Да. Не густо. Не густо, не густо. Так, тут у нас раколовочка. О, что-то влетело. Но это, походу, тоже в основном речные гальяны. Вот и сколько. Штук. Сколько тут? Штук 50, наверное. Крупный, хороший. Но это речной. Речной гальян. Ладно, спасибо на этом. Спасибо и на этом. Четвертое. Ну и здесь достаточно гальянов. Он улетел. Даже озерных вижу. Несколько штук. Отлично. Штук 50, наверное, тоже. И один вот озерный. Вижу одного озерного. Двух озерных вижу. Отлично. О, старая раколовочка, которая уже поймала немало живцов. А на этот раз что-то здесь тишина, дырка что ли где-то. Странно. Комбикорм на месте. Близко закинули, что ли? Что-то интересно, девки пляшут в старую раколовку. Вообще не зашли. Удивительно. Или то, что она почернела от времени, от тины. Может, полоснуть было надо. Ладно, некогда сейчас полоскаться.
Осталось у меня еще 2 раколовки и бутылки с живцами. О, здесь вот есть. Короче, новые сработали, старые нет. О, уже звонят. Уже потеряли. Ладно, разберемся. Так, меня уже потеряли. Меня уже подгоняют. Времени остается все меньше и меньше. Так, а в этой раколовке у нас 1 озерный гальян и штук 20-30, наверное, речных. Вот так вот. Вон сколько живцов. Вон. Красота. Сейчас главное этих живцов все сохранить. До сезона продольников, до первого льда. И будет красиво. Поймать это одно. Еще надо сохранить это все дело. Ну, где-то. Вот так, комбикорм заканчивается. Еще на 1 раз и все. Вроде уже ложу понемножку. Так что со всех ловушек самое лучшее это все-таки раколовки. Вот. Осталась еще одна раколочка. О, и здесь тоже. Здесь тоже достаточно. О, и здесь озерные, так что ничего они не закончились, ничего они не спрятались. Вон сколько здесь озерных. Янцикадан. О, красота. 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 озерных галянов. Это отличный результат. Так что все, что не делается, все хорошо. Где-то речные. О, даже не лезут. Такие здоровые, что даже не лезут в отверстие. Сейчас я их рассортирую. Озерных к озерным, речных к речным. И будет все шикарно. Так, все, друзья. Как мы видим, приезжали не зря. Вон сколько живцов поймали. Это все хорошо. Сейчас их в садок. Бутылку вон большую 30-ку привезли. Живцы на сезон продольников готовы. Остался 1 час с дорогой. Надо спешить. Но так думаю, мы успеем.
добыли одну удочку, наловили живцов. 3 часа, я не знаю, это много или мало. Самое главное, что мы успели. Так что всем спасибо за внимание. Не забывайте смотреть ролики на канале Яндекс.Дзен. На Яндекс.Дзен одноименный канал Хобби Рыбак. Всем спасибо за внимание, всем пока. До новых встреч на канале Хобби Рыбак.